Ассалому курметті достар, всех приветствую на YouTube-канале Inside Volleyball KZ. Мы начинали свой проект с телеграм-канала, где писали о трансферах, о изменениях в составе команд. Ну и сегодняшний выпуск мы хотим посвятить как раз-таки трансферам. Три клуба, три самых лучших клуба по итогам прошлого сезона Национальной лиги изменились. Кто-то приобрел довольно качественных игроков, кто-то переподписал молодых игроков, а кто-то ищет качественное усиление. Об этих всех инсайдах мы сегодня расскажем. Ну и, конечно, только подтвержденная информация. Поэтому присаживайтесь поудобней. Приятного аппетита, если вы сейчас принимаете трапезу. Мы начинаем рубрику «Инсайды 5.1», и он сегодня посвящен трансферам в топ-командах Национальной лиги женского чемпионата. Наверное, начнем мы, конечно же, с лучшего клуба страны ЖТСУ. Команда Марка Гршича выиграла во всех турнирах в прошлом году, в которых участвовала, стала лучшей командой Азии. Теперь команда Марка Гршича поедет, предварительно в Бразилию на клубный чемпионат мира. Ну и, конечно же, нужно качественно усилять свою команду. Скажу сразу, что команда из области ЖТСУ делает только точечные трансферы. В принципе, зачем менять состав, когда ты выиграл все турниры, в которых участвовал? Поэтому опытные Кристина Аниконова, Валерия Якутина, Мадина Бекет, Дарья Шаргородская, Карина Денисова, все лидеры команды подписали новые контракты. Единственная, наверное, потеря — это российская доигровщица Эли Сильви Уатара, которая сама не захотела оставаться в чемпионате Казахстана. В принципе, учитывая ее опыт и бэкграунд, Эли Сильви Уатара сразу же после завершения чемпионата сказала, что даже не хочет ехать на клубный чемпионат Азии. Поэтому ее проводили. И вот за место Эли Сильви Уатары руководство клуба ищет прям топового игрока. По моей информации, опытная Мария Фролова, доигровщица, экс-игрок национальной сборной России, предметно интересуется ею Ниажан Клеов. Это директор клуба ЖТСУ. Она, да, опытная. Ей, если я не ошибаюсь, 38 лет. Надо посмотреть. Напишите, пожалуйста, исправьте меня. Она выигрывала чемпионат России. Она выиграла клубный чемпионат мира, Лигу чемпионов. Но это было в 2013 году. Ну и, в принципе, как говорится, мастерство не пропьешь. Поэтому, может быть, Мария Фролова будет подписана командой ЖТСУ. Хотя здесь, наверное, 50 на 50. Я думаю, что такой и так-то опытный коллектив, нужен человек, который готов физически играть все 2 часа, если это будет 5 партий. Да, Фролова опытная, она повидала очень много классных турниров, даже становилась, по-моему, чемпионкой Европы, но на эту позицию, если честно, я хочу увидеть волейболистку, калибра Дарьи Шаргородской, потому что Дарья, она очень молодая, она жаждет выигрывать все кубки, где участвует. Она игрок своей национальной сборной. И на дистанции именно такие игроки, как Дарья Шаргородская, могут принести ЖТСУ еще много титулов. В принципе, в команде есть опытные игроки, которых я назвал. Здесь я бы сделал акцент на место Марка Гршича и руководства клуба на более молодой и подающий надежды игрока. Не, наверное, из России, потому что очень трудно найти такого игрока. Я понимаю, что это очень много денег стоит, но где-то из Европы можно, в принципе, если у тебя есть хорошие скауты, поискать и найти такого игрока. Это инсайды, это не подписанный игрок, а подписанный игрок — это Алина Ашхабекова. Да, именно та Алина, именно та связующая, которая была второй вместо Дарьи Шаргородской, точнее, вместо Елизаветы Мейстер и Марии Гардер. Она поехала на клубный чемпионат Азии, в принципе, сыграла один матч и смотрелась довольно неплохо. Понятное дело, что Дарья Шаргородская будет основной связующей своей команды по ходу сезона. Есть еще Елизавета Мейстер, которая лечит
свои болячки, поэтому 3 связующих у такой команды ЖТСУ, я думаю, это в принципе норма. Если Елизавета Мессер будет здорова, то именно она с Алиной Ашхабековой будет биться за звание второй связующей в команде. Алина Ашхабекова в прошлом сезоне играла за команду Ахтубе, в принципе неплохо себя проявляла, выходила в основном на замену вместо Наили Нигматуллиной, и я думаю, что хорошо уже знакома с принципами работы Марка Гыршича, и это в принципе неплохой трансфер. Больше пока что изменений в составе ЖТСУ нет. Про Марию Гардер мы писали в нашем телеграм-канале. Кто не подписан, обязательно перейдите по ссылке ниже. По ЖТСУ пока все. Да, согласен, скромно, но согласитесь, повторюсь еще раз, зачем делать много изменений, когда команда выиграла очень много трофеев в прошлом сезоне. Здесь нужны просто точечные усиления, точечные изменения. Поэтому по ЖТСУ все. Уважаемые друзья, все ролики на нашем канале выходят благодаря нашим партнерам. В ссылке закрепленном комментарии вы можете перейти на телеграм-канал нашего партнера и выиграть iPhone 16. Каждую пятницу проходят розыгрыши. Подписчики моего телеграм-канала Insider Volleyball KZ уже выиграли аж 2 айфона. Поэтому переходите, там все честно и прозрачно. Ссылка внизу. Ну а мы продолжаем. Усть-Каменогорский Берель, вице-чемпион, двукратный вице-чемпион страны. Клуб Бауыржана Хази сделал самый главный трансфер для себя в этом межсезонье. Все мы знаем, что экс-тренер команды Ришат Гилязудинов покинул клуб и вернулся в Россию, возглавив московское «Динамо». А вот вместо него рассматривались аж несколько кандидатов. Мы писали, что это специалисты из Италии, из России, из Сербии. Так вот, совсем недавно руководство клуба определилось с именем нового главного тренера. С нового сезона Усть-Каменогорский клуб будет тренировать Владимир Васович, сербский специалист, который очень хорошо работает с молодежью. Почему я делаю на этот акцент? Потому что у Береля очень много молодых игроков. Это Камила Султанбек, Балауса Олдубай, Наргиз Абдыгани. С ними нужно работать. Я думаю, у этого специалиста будет возможность даже интегрировать кого-то из игроков в основной состав. Наверное, после этого трансферы пойдут уже на вход, потому что Татьяна Яцкиев, Ирина Малькова ждали до последнего, кто же станет главным тренером. Для них это очень было важно, и совсем скоро, наверное, клуб объявит о их переподписании. Клуб уже объявил, что Тамирис Сагымбаева, Юлия Акимова остаются в команде. Ну а самый первый трансфер у команды — это Маргарита Бельченко. На нашем сайте мы об этом писали, поэтому тоже переходите на наш сайт insvolley.kz. Берель пока у себя не объявлял, ну и воспитанница тимирязевского волейбола, воспитанница Куаныша, со спокойной душой, отработав свой контракт, принося максимальную пользу команде и национальной сборной, отправляется в Усть-Каменогорск. Это для нее новый вызов, первый клуб в ее профессиональной карьере, поэтому Маргарите Бельченко мы желаем удачи. Это топ-трансфер, учитывая, что Берель потерял Кристину Белову. Про Кристину Белову я не стал рассказывать, потому что мы в предыдущих выпусках оценили этот трансфер ЖТСУ. Так вот, именно вместо Кристины Беловой Маргарита Бельченко была подписана со стан одного из главных конкурентов по следующему сезону. Вторым подписанием можно назвать Динару Разахперлину. Экс-Сыздыкова вернулась в свой, так скажем, родной город, где она стала как игрок, да, как профессиональный игрок, где росла, в Усть-Каменогорск. Она играла за другой клуб, за Алтай. Но здесь, в принципе, принцип работы, система, школы и люди, они как раз-таки выходцы из школы Алтая. Поэтому Динара возвращается в свой родной регион. Она уже не тот игрок. Она в прошлом сезоне показала, особенно в начале сезона, что может конкурировать за место в основном составе. Она играла за национальную сборную, получила вызов, играла за сборную Казахстана во Вьетнаме. И, в принципе, зная ее, так скажем, умение впитывать очень быстро новые скиллы и новые знания, я думаю, что Динара Разахперлина команде обязательно пригодится. Вопрос другой, выиграет она у конкуренции с Татьяной Яцкиев. Я думаю, что свои минуты и свои игры в стартовом составе Берель она будет получать, а все уже дальше будет зависеть
от нее. Берель сейчас ищет опытного игрока на позицию связующего, потому что Ким Робитай ушла, есть Балауса Олдубай, но, как мы видели в финале, на одной Балаусе Олдубай далеко не уедешь, поэтому для этой молодой связующей нужен ментор, и для Береля нужен основной связующий, нужен мозг, поэтому клуб сейчас выбирает среди очень многих легионеров. Совсем скоро, наверное, информация появится, и мы обязательно с вами поделимся. Плюс еще есть бомба-трансфер. Я лично поговорил с игроком, получил подтверждение. Это топ-трансфер по меркам казахстанского чемпионата. И как завершится один из турниров, где как раз таки сейчас участвует этот игрок, мы обязательно объявим. Это значит, что совсем скоро, может быть в середине этой недели, а может быть в конце этой недели, действительно этот игрок может стать новым лидером и тем винтиком, который принесет команде наконец-то золотые медали. По Берелю все. В принципе, переходите на инстаграм аккаунт клуба. Там есть вся информация про трансферы, про подписание. Изучайте, поддерживайте один из самых лучших клубов, который активен именно в соцсетях. Ну а мы переходим к главному ньюсмейкеру этого межсезонья, команде Куаныш. Команда Куаныш в этом году решила преобразиться, измениться. И начали они, конечно, с главного тренера. 18 лет посвятил этому клубу Азамат Есимов, но с ним Хайрбек Садвакасович попрощался. Попрощался, в принципе, хорошо, без претензий. Ну и клуб подписал контракт с Юрием Панченко. Тот человек, который знает наш чемпионат от А до Я, он в прошлом сезоне работал с Ахтобе, работал с января, в принципе, посмотрел, какой уровень нашего чемпионата сейчас. Он был тренером в Алтае, он становился последним, кстати, тренером, который приводил Алтай к чемпионству. Он знает всех игроков, он знает рынок, и именно его опыт, по мнению руководства клуба, наконец-то поможет клубу выиграть медали, золотые медали национального чемпионата. Поэтому это первый трансфер. Юрий Панченко. Ну и следом за этим трансфером стало известно, что Сана Анаркулова, капитан, один из лучших игроков последних лет, не одна из лучших, а лучшая на своей позиции, подписана клубом из Петропавловска. Сана Анаркулова официально стала лицом клуба, да, я думаю, и капитаном клуба. Это нигде еще не было объявлено. Мы первые объявили это в Казахстане. Ну и, соответственно, где Сана Анаркулова, там и будут очень хорошие исполнители. К сожалению, сама Сана получила травму, вы об этом знаете, в матче Кубка наций АВК. Но к старту сезона, я думаю, дай бог, у Саны Анаркулова все будет в порядке, она своему клубу поможет. У Саны теперь классная связка. Игрок национальной сборной Сербии, да, потому что сейчас Слджана Миркович играет за национальную свою сборную, играла в товарищеских матчах против Российской Федерации, смотрелось неплохо. Ну и Слджана Миркович, это, конечно, после Даницы Раденкович, одна из самых лучших связующих вообще в истории нашего чемпионата, связующая легионер, поэтому не терпится увидеть ее в деле и ее связку с Уфимцевой и как раз таки с Анной Анаркуловой. Юрий Панченко прилетел в Куаныш не один. Он захватил своих игроков, которые у него были в Ахтобе. Екатерина Михайлова, в принципе, она воспитанница Куаныша и вернулась в родной клуб. Панченко с ней работал в Ахтобе. Он, наверное, узнал ее с новой стороны. Он работал с ней раньше. Он видел, точнее, ее раньше. Но в Ахтобе при личной беседе он говорил, что у Екатерины Михайловой просто бешеный потенциал. И этот потенциал нужно просто раскрыть. Поэтому Екатерина Михайлова получила еще один шанс проявить себя в родном клубе. Посмотрим и оценим, да, уже в начале сезона, в октябре, в какой форме пребывает Екатерина Михайлова и сможет ли она стать игроком основного состава. Лично я этому трансферу очень рад. Екатерина Михайлова, удачи. Ну и, конечно, приятно, когда игрок возвращается в свой родной клуб. Следующий трансфер, который нигде еще не объявлен, это Алина Алимбекова, центральная блокирующая, которая играла в Караганде, которая играла в прошлом сезоне в Ахтобе и которая могла дебютировать в национальную сборную, если бы не микротравма. Она тоже переходит в Куаныш. Она работала в прошлом сезоне с Юрием Панченко, он знает ее потенциал, она еще молодая. Я думаю, что со временем Алина Алимбекова действительно может превратиться в новую Кристину Аниконову и застолбить место
находится в основном составе национальной сборной и в своем клубе. Поэтому Алине я желаю удачи, она готовится сейчас к сезону и совсем скоро, наверное, присоединится. Ну, скоро уже, начиная с июня, где-то команды начинают учебно-тренировочные сборы, мы увидим Алину в новом сезоне в форме команды Кубаныш. Переподписали лидеров, осталось в команде Сабира Бекшева, осталось в команде Полина Уфимцева. Сейчас одна позиция, которую хотят укрепить, это, конечно же, центральная блокирующая, потому что Анастасия Коломоец покинула команду, Татьяна Машкова тоже покинула команду, и здесь на позиции ЦБ очень много выбора. Но на днях уже мы объявим, есть подписание. Этот игрок играл в чемпионате России. Это очень опытный игрок, который, в принципе, может помочь команде исполнить свою главную мечту. По остальным позициям все окей. Жанна Сыроежкина, плюс, наверное, еще будет Кубаныш пытаться усилить позицию доигровщика, потому что сезон в этом году обещает быть очень интересным. Здесь есть малые туры и большие туры, и чтобы конкурировать с Берелем и ЖТСУ, я думаю, что Юрий Панченко и Сана Наркулова плюс Хайрбек Хамзин придут подготовленными. Ва-банк идет Кубаныш. Ну и вы напишите, пожалуйста, в комментариях, сможет ли в этом году клуб из Петропавловска занять наконец-то первое место. А то второе, то третье клубу чуть-чуть буквально не везет. Еще много трансферов есть у команды Хараганды, у команды Туран и у других команд национальной лиги. Переходите на наш сайт, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, мы будем там выкладывать. Ну и потом в будущем мы обязательно посвятим несколько выпусков другим командам. Ну и, конечно же, совсем скоро выйдет такой же выпуск, но уже про мужские команды. Поэтому подписывайтесь на наш канал, будьте с инсайдами. Мы всегда будем говорить правду о казахстанском волейболе.